Одно дело, когда родителям это говорят, берегите детей, тоже важно, но другое дело, когда детям это в голову вкладывать. О борьбе с наркозависимостью в масштабах региона. Важную тему сегодня обсудили у главы Ингушетии. Результат налицо. Поле стадиона было засеяно еще в августе этого года. Под газоном спрятана сложнейшая система вентиляции и слива воды. К здоровому образу жизни готовы. В селе Троицкое сегодня открыли новый стадион. Всегда хотел туда пойти, чтобы на работу устроиться нормально. Для каждого на работу сейчас нужен военный билет, нужно образование какое-нибудь. Служить, не тужить, пожелали призывникам. Сегодня снарядили и отправили последнюю группу. Здесь хранятся даже уникальные гражданские акты. К примеру, этот датируется с 1935 года. Здесь зарегистрировано свидетельство о рождении детей Кантышева, Далакова, Назрани и Алиюшта. Профессия такая – быть свидетелем самых значимых вех в жизни каждого гражданина. 101 год ЗАГСу. Эстафета добра от Следственного комитета. Расскажем, кому и как оказали помощь. Это новости 24. Добрый вечер. Вице-премьер правительства Ингушетии, постпред Алихан Сычоев в ходе встречи с главой Ингушетии доложил о развитии ситуации вокруг задержания ингушских студентов в общежитии Российского государственного геолого-разведочного университета. Накануне рано утром в общежитии вуза задержаны и доставлены в ОВД Обручевский и ОВД Зюзина 36 ингушских студентов. Сразу же было организовано тесное взаимодействие с ГУВД Москвы и руководством вуза для выяснения всех обстоятельств происшествия. Прошли встречи с руководством отдела внутренних дел, куда были доставлены наши студенты. Туда лично выезжали заместители постпреда. По информации, предоставленной в ГУВД Москвы, 15 декабря произошел инцидент с участием студентов из общежития, в том числе ингушской национальности. В результате один из студентов, таджик, житель Москвы, написал заявление в полицию, что студенты-ингуши в него стреляли из травматического оружия, сказал Цычоев. По его словам, до 9 вечера 17 декабря все студенты уже были отпущены. Вчера же уже состоялся разговор с ректоратом данного вуза, с которыми мы уже проговорили постоянные мероприятия, которые будут проводиться с этим вузом, в том числе и с проживающими в этом общежитии. Учащиеся в данном вузе, в этом общежитии проживают различных национальностей, в том числе и из ближнего зарубежья. Там возникают какие-то моменты нарушения дисциплинарного характера именно по месту проживания наших студентов. Эта будет работа проводиться, далее будет проводиться уже с замначальника ГУВД Москвы проговорен вопрос проведения встреч с отделами Обручевским и Зюзинским для того, чтобы в постоянном режиме отслеживать вопросы нарушения нарушения общественного порядка именно нашими студентами. В данном вузе учатся 84 студента из Республики Ингушетия. Есть неплохие показатели в учебе, но и тоже есть те, которые отношение к учебе нужно изменить, если они хотят его, конечно, закончить, этот учебный цикл, и получить соответствующий диплом. Такая работа проведена, и далее уже по ситуации мы будем разбираться, естественно, докладывать как в письменной форме, так и в устной форме. Что нужно сделать? Во-первых, собрать наше студенческое сообщество, провести разбор по этому случаю, по этому вопросу. Но до того, как собрать, должны быть справки. И для того, чтобы здесь разбор провести, и для того, чтобы дома это все показать. Первое – это кто стрелял, кто инициатор конфликта, с нашей или с той стороны, неважно. И почему у студента находится травматическое оружие. И если факты подтверждаются, то по вот этим легким или тяжелым наркотикам разобраться. Второе. Всех студентов
успеваемость и посещаемость. Основная проблема в этом. Кто больше всех в этих конфликтных ситуациях, ну, в процентном соотношении, когда смотришь, тоже более 90% это те, кто не посещает занятия, не учится. Ну и в последующем понятно, что свободного времени много, значит, больше времени для баловства. Есть те, которые прикрываются, якобы занимаются усиленно спортом, учебу не посещают, но при этом никаких там спортивных достижений нет, ни в какую сборную не входит, и никаких поблажек там ему для этого тоже не делают. Поэтому разберитесь с этим вопросом. И провести тщательное расследование этого случая. Ну и, конечно, дать информацию в республику, и если наши виноваты, это все показать вместе, там же на месте встретиться дома с родственниками, родителями. Если не виноваты, то же самое это все показать, рассказать, но если не виноваты, защитить их во всех отношениях. Тоже на это обращаю внимание. Это не первый случай, там, если в этом вузе это первый случай, то в других вузах это не первый случай. Раньше их было чаще и больше, но сегодня это намного меньше, но тем не менее на это среагировать. Лично самому вместе с сенатором или депутатом, кто курирует это направление, встретиться с ректором, со всеми проговорить, сказать, что держится вопрос у меня на контроле, и узнать, какие еще подводные камни в этом вопросе есть. Количество наркопотребителей в Ингушетии, состоящих на учете, увеличилось на 32 человека по сравнению с прошлым годом. По официальным данным, это 1528 человек. Тему поднимали на совещании у главы региона. Он отметил важность усиления мер по противодействию наркотической угрозе. Особое внимание при этом необходимо уделять, по его словам, рейдовым мероприятиям. Все подробности в сюжете. Проделанный анализ по регионам СКФО показывает, что в Республике Ингушетия самый низкий показатель заболеваемости и болезненности наркологическими расстройствами. Данные использованы из статистического сборника Минздрава России за 2017 год. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Республики Джамбулат Ваделов. По его словам, в Республике заболеваемость на 2017 год составляет 29 человек на 100 тысяч населения, а в среднем по регионам СКФО заболеваемость составляет 105. У нас самый низкий показатель заболеваемости и болезненности. Заболеваемость – это сколько заболело за 18 год, скажем так, за определенный год. А болезненность – это сколько всего, и взять 15, 16 и другие года, и 18, на конец года, сколько у нас состоит на учете. Вот ближе к нам Чечня, 60 человек было на 100 тысяч населения. Следующий слайд. Вот. 29,6 было у нас, это взятых за 2017 год. А вот всего сколько было в конце 2017 года, у нас было 1336 человек. Приходилось 298 человек на 100 тысяч населения. Опять же мы видим, что вот ближе к нам только Чеченская республика по заболеваемости. Вот иногда вот на такие совещания задают вопрос такой с недоверием: а вы всех ли берете на учет тех, которые освидетельствовали? Я хочу вас заверить, абсолютно 100% всех, кого мы освидетельствовали у нас в республике, и был установлен факт употребления наркотических веществ, и все, кто нам поступили акты, которые освидетельствуют в других регионах, на всех мы заводим карты амбулаторные, всех мы вносим в списки наркопотребителей. Поэтому абсолютно такие объективные цифры. На самом деле у нас тенденция, роста идет, но все равно общее количество заболевших меньше, чем в других регионах. Ваделов также отметил, что по состоянию на 1 декабря 2018 года всего по республике на наркологическом учете состоит 1528 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество состоящих на учете наркопотребителей увеличилось на 32 человека. Средний возраст наркопотребителей составляет 31 год. Вот 3 года назад средний возраст составлял 33 года. Опять же, прослеживается то, что у нас молодеет наркомания, омолаживается. Основные употребляемые наркотические и психотропные вещества в 2018 году – это на первом месте марихуана у нас, потом идет амфетамины, так называемые соли. Еще наркоман называет наркотик скоростью за счет того, что прилив сил у них бывает очень сильный. Аптечные препараты на 3-м месте – это лирика, тропикамид, цикламет, катадолон, баклосан, баклофен. И героин и дезоморфин замыкают этот порочный круг. Аналогичная ситуация складывалась и в 2017 году по видам употребляемых веществ. Больше всего наркопотребителей в этом году зарегистрировано в Назаранском районе – это 134 человека.
Малгобецкий 22, Сунжинский 23 человека. В Джайрасском районе зарегистрированных нету в этом году. Заслушав информацию, глава субъекта отметил, что в республике необходимо усилить меры по противодействию наркотической угрозе. Особое внимание необходимо уделять рейдовым мероприятиям. Глава Ингушетии также отметил, что со стороны муниципальных властей должен быть системный подход для своевременного выявления наркотических средств на подконтрольных территориях. Очень мало передач по телевизору. Есть 5-6 видов таких зависимостей людей, которые не излечиваются. Одно дело, когда родителям это говорят, берегите детей, тоже важно, но другое дело, когда детям это в голову вкладывать. И выступающие должны быть, постараться вытащить тех, кто уже вышел из этого состояния. И когда вы показываете, что есть такие вещи молодым ребятам в школах показывают, что вот есть такие вещи, куда лучше не лезть. Узбек Евкуров дал поручение изучить положительный опыт работы реабилитационных центров для лечения наркозависимости в Дагестане и также дал поручение подобрать место для строительства такого же центра в нашей республике. Совету безопасности совместно с главным муниципальных образований соберите благотворительные фонды и посмотрите, что можно сделать. Съездите в Дагестан, изучите этот опыт, что они там делают. Изучите, какие помещения, какие емкости, что для этого нужно. Параллельно сразу поставьте задачу Министерству имущества подыскать место, желательно, чтобы это место было удаленное от населенного пункта, место с территории, где можно заняться подсобным хозяйством, чтобы мы под этот революционный центр отвели. Здесь бы мы реально, во-первых, помогли бы людям, во-вторых, это хорошая бизнесовая вещь. Почему? Потому что там, насколько я понял, как минимум 50 тысяч рублей в месяц на содержание вот этого, на реабилитационный центр туда. Вот представьте, там, какие деньги там аккумулируются. А в-третьих, мы бы могли бы занять их каким-то трудом, малым средним предприятием, потому что и столярный цех там, или там землепользование, или еще что-то. А дальше уже помогать им реализовывать эту там продукцию, чтобы это все, опять же, аккумулировалось в этом реабилитационном центре. Посмотрите со всех сторон эти направления и просил бы там в ближайшее время, там, буквально там, до 25-го, до 29 числа этого месяца мне доложить конкретное предложение. По мнению ингушского лидера, отдельное внимание антинаркотической комиссии должно быть оказано зависимым и расследованию по каждому случаю. Необходимо четко знать, где, как, под чьим влиянием пала зависимость. А самое главное, кто незаконно поставлял в регион наркотические средства. Индира Манкиева, Новости 24. Сегодня в селе Троицкое в присутствии почетных гостей открылся новый стадион. Его построили в рамках федерального партийного проекта «Единороссов. Комфортная городская среда». На реализацию было направлено около 9 миллионов рублей. Установили специальные вагончики с раздевалками, полностью огородили территорию и поставили лавочки. Репортаж Залимхана Калоева. Вместо красной традиционной ленты – футбольный мяч. Именно этот удар открывает торжественное мероприятие. Новый стадион – настоящий подарок для сельчан, отвечает всем стандартам ФИФА. Оценили почетные гости, а вместе с ними и премьер Ингушетии. Футбольный поле Кайомоттигиже, Таханы, Бахкахчар, Удлахчиба Кегинах Бондаяхас, Янкиш, Хуани Шваги, Бахка Болчар, Оахтаханы, Кайбех Токами Дольгихо, Шуан Халишки, Шуаны, Шинхуани, Ирздорж Хугелыш, Беркети Хугелыш, Хос Хугелыш, Догдилыш Хугелыш, Тайпары, Шины, Дах Экту Хугбош Тайпары, Тахани Алажи, Хуанилиши Дик Хугелыш, Асхурма Алаш. Те, кто впервые видит этот стадион, им довольно трудно будет себе представить, что из себя этот стадион, это поле представляло, когда эта вся работа начиналась. По сути, это был просто неровный кусок земли. И здесь уже отметили и Мусу, и Башира, здесь и Муса тренер, который здесь тренировал футбольную команду.
Они своими усилиями сохранили этот кусок земли для подрастающего поколения, для молодежи этого села. Сам Башкал, Диаларясхал, выражаем большую признательность Ханиеву Исе, главе администрации, который, как здесь было ранее отмечено, придя сюда, в первую очередь, оформил этот земельный участок, тоже внес свою лепту в сохранение этой территории. 12 тысяч квадратных метров круглосуточно в распоряжении любителей спорта. Место практически неузнаваемо. После всех работ не поменялось здесь разве что форма мяча. Вместо слов, эмоций и настрой игроков местной футбольной команды. Первый соревновательный матч, как настоящее торжество. Ахмед Хамхоев, как и его друзья, планируют, как он сам говорит, зависать тут постоянно. حلقة خلدر وكس فوتبولوزش برجتش ده آخر هلا ناخ بيش برجتش ده آخر ناخ راس خوتر خيمة حق دلي ناخ تكتش تهديش خلر حنز وين بولا حبة أحتى ده فوتبولوز أحتى ده كرتي برجتش ده آخر خيمة لبوريمة حي فوتبولوز حأخ شوج وح وروت جسد بداسا دوتة. حنز ترينوك أحتى خوجي بعد حنا أو تسجت وقت بولا دودي خدش خوت قلر خوت بوش أنا لازم نجح تدو كان صوت أخلص لازم Здесь же разместился и мини-стадион 20 на 40 метров. Длина же газона большого стадиона стандартная, 100 метров в длину и 55 в ширину. Ожиданием сельчан томить не стали, строители управились буквально за несколько месяцев. Таким ровным и красивым это поле было не всегда. Для такого результата пришлось утрамбовать 10 фур натурального травяного покрытия из Рязани. Результат налицо. Поле стадиона было засеяно еще в августе этого года. Под газоном спрятана сложнейшая система вентиляции и слива воды. Для этого пришлось постараться Мусе Ахильгову, главному тренеру местной футбольной команды, который и провел накануне последние штрихи газонокосилка, чтобы скорее приблизить этот день. ترى حشون قوس بيز سني تمو وسق دور غزيان ترى مسنين ومو راح خوشن حاضر فكر على شلوش ده هذا توقف أي دي ترى شون قوس لاتي ده هنشوف ده وزمان بيسن دينا متشان حبيبتنا ها. Для достижения таких результатов в рамках проекта «Комфортная городская среда» было направлено около 9 миллионов рублей. На площади поставили специальные вагончики с раздевалками, полностью огородили территорию и установили лавочки. Сетки 3 метра, 3 ряда сетки, на 4,5 метра мы протянули им. Я его 300 чем-то метров труба, картя его. Мини-поле полностью губяка сдято. Мы установили 14 фонарей здесь. Для хотя бы ночью, конечно, не будет футбола. Ну, да, люди ходят. Беговая дорожка у нас полностью освещенная. Вопрос частичной занятости молодежи и развития спорта в селе почти решен. В качестве бонуса для ребят подготовили и площадку со всеми атрибутами для воркаута. Не забыли и о кроссе. 100-метровая беговая дорожка – еще один старт на пути к здоровому образу жизни сельчан. С 1985 года есть стадион, укза халайга вусу, укза е мутгёж вусу, ереди хана чах лархми бог бутахн, найтехлен, хлбезиш бибезиш, чах дик бог бы, хади хан хози я устиха курдикитихат. Этот стадион лишь малая часть того, что делается на селе, да и в республике по федеральной партийной программе единороссов «Комфортная городская среда». Всего несколько недель назад в Троицкое полностью отреконструировали 2 дворовые территории. Появились яркие качели, спортивные площадки и скамейки. На смену еще одному серому пустырю пришел и стадион. По всей республике у нас реализуется в 8 муниципальных образованиях. Начался он с 2017 года. И, соответственно, если в прошлом году здесь на данном стадионе были проведены работы в связи с ограниченностью бюджета по установке забора и гравийной насыпи, то сегодня мы можем уже видеть, как вот это место, которое сохранилось и благодаря усилиям
самих жителей, которые не позволили никому не захватить, а использовали именно для нужд села, для нашей молодежи подрастающей, то, видя вот это стремление и населения, в 2018 году было принято решение уже посредством самого волеизъявления жителей благоустроить именно вот этот стадион. Благоустройство территории – одна из составляющих качества жизни людей и приоритет в работе региона. Всего же до конца года в Ингушетии планируют благоустроить 23 территории, 15 дворовых и 8 общественных. Все это благодаря программе «Комфортная городская среда», на реализацию которой выделено в общей сложности около 300 миллионов рублей. Зелимхан Калоев, Джамалел Тамасханов, Новости 24. В путь дорожку снарядили. Осенняя призывная кампания завершилась. Сегодня отправили последнюю партию новобранцев. 17 человек уехали в Саратов и Подмосковье. Провожали, как водится, шумно и с трогательными напутствиями. Тамерлан Хамхоев расскажет подробно. Прощай жизнь в тепле и уюте под маминой опекой, здравствуй армейский быт. 17 человек из разных районов нашей республики последние в этом году отправились отдавать долг родине. Подтянутые в строгом армейском наряде, они готовы служить на благо своей большой и малой родины. С приветственным словом к ним обратился заместитель начальника управления по делам религии при главе Ингушетии Ахмед Сагов. В числе провожающих сегодня и председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев поздравил ребят с этим важным шагом в их жизни. Далы мог же мяши долж, диналых цудохаш, ожмалиры да хам кочешхан, юхы мяштинах толча. Салангирей Арсамаков провожает своего сына. Уже второго за 2 года, шутит мужчина. Один отслужил без проблем, теперь очередь за младшим, говорит Салангирей. Я думаю, что можно отслужить нормально, показать себя хорошей стороны. И надо показывать достойно. Ингушский народ должен быть достойным везде. Дал ирз должен, беркети должен, дабахар мяши должен, бахар мяши должен, дамал водыр, дамал охар, малогор, вей камен силахте должен, вей тейпен силахте, вей неха силахте должен, диккенти холцари воздел. Призывник должен быть не только хорошо развит физически, считает Гилани Аушев, но и получить достойное образование. Уметь себя вести среди общества. Знал, что пойду. Всегда хотел туда пойти, чтобы на работу устроиться нормально. Для каждого на работу сейчас нужен военный билет, там, нужно образование какое-нибудь. Ребята направляются в Саратов и Подмосковье. Впереди у них целый год вдали от дома. Всего в рамках призыва от нашей республики отправились служить 300 человек. Конец года, и можно подводить небольшие итоги. Есть, конечно, какие-то замечания, ошибки, где мы будем, естественно, на весенней призывной кампании устранять, делать эти замечания. Но они, так, будем так говорить, незначительные. Но в любом случае, как человек уже новый в военном комиссариате, я буду уже делать на этот акцент, чтобы не допускать. Вот. Но, как показывает вот сейчас вот эта осенняя призывная кампания, у нас в основном убыли и в Нацгвардию, и сухопутные войска, железнодорожные войска. То есть вот разлет как бы, он такой большой. И территориально то же самое, начиная от Буйнакса, кончая Дальним Востоком. У ингушского народа много достойных примеров выдающихся военных. Пойти по их стопам – вот цель подрастающего поколения. И уже через год на этом самом месте их будут встречать родные с нескрываемой гордостью. Тамерлан Хамхоев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня в России отмечается День работников органов ЗАГС. За всем известной в нашей стране аббревиатурой стоит ежедневный и кропотливый труд работников этой службы. Они свидетельствуют самые важные события в жизни каждого человека, начиная от рождения гражданина страны и до самой последней записи в его жизни. Как проходят будни работников службы, расскажет Ирина Цычуева. Пока маленькая Зара познает мир во всех ее красках, мама девочки уже получила первый документ в ее жизни – свидетельство о рождении. С этого момента у Зары есть свои определенные права и даже обязанности. К примеру, радовать родителей счастливой улыбкой и расти здоровой. Мы с Зарой пришли свидетельство о рождении получать, а тут получилось, что у них еще праздник профессиональный.
Ну вот попали на праздник их. И поздравляем их с праздником. Зара пополнила список рожденных в 2018 году детей за 11 месяцев этого года сотрудниками ЗАГСа. Зарегистрировано 12 313 актов. Из них выдано 7 266 свидетельств о рождении. Также в этом году мы зарегистрировали 1733 брака, зарегистрировали установление отцовства 1165, произвели регистрацию усыновления удочерения 13, затем перемену имени 315 и регистрация смерти 1450. Это за 11 месяцев текущего года. Государственная служба ЗАГС по Ингушетии выполняет 7 видов актов гражданского состояния, такие как регистрация брака, рождение, регистрация смерти, перемена фамилии, имени и отчества, усыновление и удочерение. Помимо основных функций, также ведомство выдает различные справки и повторные документы. Год выдался очень сложный, потому что с введением нового федерального закона 219 был создан единый государственный реестр, в котором мы работаем уже начиная с 1 октября текущего года. Дело в том, что были внесены изменения в наш федеральный закон номер 143 об актах гражданского состояния. И теперь, наши специалисты, как и все специалисты органов ЗАГС России, они работают в новой программе. Мы прошли большой исторический путь, начиная от рукописного труда, заканчивая современными компьютерными технологиями. Я хочу сказать, что хочу поздравить всех еще раз с этим праздником, пожелать всем семейного счастья, пожелать, чтобы все семьи и в Республике Ингушетия, и в России в целом были полными, были счастливыми и многодетными. Самое главное, чтобы счастливых моментов было больше, признаются сотрудники ведомства. Главные события в жизни людей здесь в архиве хранятся как летопись. Следит за всеми архивными документами Лиза Батхиева. Работе в ЗАГСе отдала полжизни. Как признается, профессия интересная, но очень ответственная. Архив Государственной службы ЗАГС Республики Ингушетия насчитывает более 745 тысяч записей. В отделах Государственной службы ЗАГС архив датируется с 1935 года частично. В данный момент у нас ведется активная работа по переводу актовых записей в электронный вид. Естественно, наши работники сталкиваются с трудностями ввода этих электронных записей. Книги здесь расставлены строго по алфавиту и по важности событий. Все это делается для того, чтобы легче было найти необходимую информацию. Все книги, которые хранятся в этом архиве, настоящие свидетели истории. Здесь хранятся даже уникальные гражданские акты. К примеру, этот датируется с 1935 года. Здесь зарегистрировано свидетельство о рождении детей Кантышева, Далакова, Назрани и Алиюшта. Сотрудники ЗАГСа каждый день сталкиваются с огромным количеством людей. Если одни приходят с радостными событиями, то другие с печальными. И здесь часто приходится быть немного психологами, чтобы понять и выслушать. Отдельно каждый подход конечно, контакт наладить, вопрос решить, документ, я здесь ждабахита. Тахан даздима дитха день ЗАГСа, датха трейболошка. Мы сволчнахац, эмерзоволош, хосхатвин сагагук, я сдабахит дал не злоб. Хочется от всей души поздравить всех своих коллег и работников ЗАГС с нашим праздником. История органов ЗАГСа России началась 19 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет о гражданском браке. Безусловно, в нашей жизни огромную роль играет ЗАГС, начиная от рождения гражданина страны и до самой последней записи в нашей жизни. Лина Цичоева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. В рамках подведения итогов года в областной думе Волгоградской области ингушская диаспора была удостоена почетной награды за активную работу в укреплении дружественных отношений между двумя регионами. В частности, полномочного представителя Ингушетии Герихана Мержоева наградили памятным знаком губернатора Волгоградской области 75 лет победы в Сталинградской битве. Сладкие подарки, материальная помощь – вот с чем наведались в гости сотрудники Следственного комитета. Их ждали воспитанники коррекционного центра в Сунже. Эстафета добра распространилась на малообеспеченные и многодетные семьи. Такое внимание со стороны людей в погонах – не единичный случай. О доброй традиции расскажет наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Вместо папки с бумагами пакет с шоколадками. Сотрудники Следственного комитета сегодня пришли не по долгу службы, а по зову сердца. Оказать помощь детям, даже мысль об этом приятно. А когда мысли воплощаются в реальность, настроение улучшается вдвойне.
Разумеется, коробками с конфетами и тортиками к чаю неожиданные гости не ограничились. Денежная помощь пришлась малообеспеченным семьям очень кстати. Спасибо, Мага. Ингушетия не единственный регион, где Следственный комитет пропагандирует подобную благотворительность. Из года в год каждый регион России подхватывает эстафету добра и не дает погаснуть огню надежды в сердцах детей. Руководство коррекционной школы в Сунже уверено, каждый из более чем 70 детей, что обучается здесь, обрадован визитом гостей. Дети чувствуют, когда это для галочки, а когда на самом деле ими интересуются. В данный момент сегодня они увидели, что это не для галочки, что ими на самом деле интересуются. Не только дети, но и родители это почувствовали. Хотела бы поблагодарить сотрудников Следственного комитета по Республике Ингушетия за оказанное нам внимание. Гости посетили также и помещения, в которых проживают дети, и пообщались с ними. В завершении руководству школы был вручен конверт с материальной помощью на нужды образовательного учреждения. В Следственном комитете уверяют, помощь для детей даже собирать не приходится. Конверты будто наполняются сами собой. Приехали мы сюда по поручению руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Ингушетия Ибрагима Богушкова. Сотрудники Следственного управления собрали из своих личных средств, то есть заработной платы и денежные средства, с целью оказания помощи детям, и не только детям этой школы, а также некоторым гражданам, нуждающимся в помощи, находящимся в трудной жизненной ситуации. Когда мы едем на такого рода мероприятия, мы всегда покупаем сладости детям, когда едем к детям именно. До этого мы много раз посещали детский дом-интернат, который находится в станице Троицкой. То же самое, дарили детям подарки, привозили сладости. Несколько лет мы помогали этим детям. Видеть радость на лицах детей, которые обрадованы не столько сладостями, сколько вниманием к себе, дорого стоит. Как известно, хороший пример может и должен быть заразительным. Детей, нуждающихся в помощи и внимании, у нас очень много. Но сегодня, пусть и на время, их стало на несколько десятков меньше. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. Абдулла Томов взял золото клубного чемпионата Франции по спортивной борьбе. Ингушский борец в составе местного клуба провел несколько схваток. В общей сложности его команда выиграла 10 поединков. Томов выступал в весовой категории до 78 килограммов. В турнире принимали участие 8 команд. Пройдя предварительный отбор, команда вышла в финал. Он состоялся в середине декабря. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. В студии была Лайла Цурова, и до встречи в эфире.